Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Библиотеки, как и многие общественные учреждения, в период пандемии были вынуждены работать в дистанционном режиме, приспосабливаться к новым вызовам. Вернутся ли читатели после окончания пандемии к бумажному формату или будущее все-таки исключительно за дистанционными проектами? 95 лет исполнилось в эти дни Национальной библиотеки Республики. О новых реалиях и планах мы поговорим с заместителем директора Национальной библиотеки Василием Борисовым. Василий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, спешу поздравить вас с этой серьезной датой. 95 лет библиотеки – это все-таки солидный возраст. И скажите, юбилейный год стал для библиотеки непростым, как и для многих сейчас. Какие новые вызовы появились в вашей работе и как вы к ним смогли приспособиться? Так, спасибо большое за поздравление. Значит, ситуация у нас такая, да? Вот эта вся пандемия, она на библиотеку в некоторой степени повлияла положительно. Но это факт. У нас открылись новые возможности, новые формы обслуживания наших читателей, используя информационные технологии. Да, и наша библиотека с 2016 года модернизирует свою электронную библиотеку, и в какой-то степени мы оказались к этому готовы. И вот все социальные активности, которые сейчас проходят с помощью интернета, да, удаленно, они как бы там тоже есть свои как бы особенности, свои плюсы. Ну вот по итогам прошлого года Якутия вошла в тройку самых читающих регионов страны. В этом году удастся ли удержать этот довольно-таки престижный статус? Да, нам бы, конечно, этого очень хотелось. Наша заявка на текущий год, она уже сформирована. В принципе, сейчас в скором времени будет направлена. Если сравнивать с прошлым годом, то положительные сдвиги по сравнению с заявкой прошлого года у нас есть. И считаем, что шансы, скажем так, сохранить вот этот статус у республики имеются и, в принципе, неплохие. Но будем верить, что все так именно и получится. Электронная библиотека уже довольно прочно вошла в наш обиход. Много ли якутян пользуются электронными сервисами и насколько именно технические возможности библиотеки позволяют расширять количество удаленных читателей? Ну как сейчас уже мы сами рассказали, да, затронули тему работы библиотеки в период пандемии. Это у нас все наше удаленное обслуживание именно базируется на нашей электронной библиотеке. И если, допустим, если вам интересен охват наш, то давайте сделаем так. Допустим, за весь 2019 год из электронной библиотеки было прочитано, было открыто, да, книг, скажем так, книговыдача, порядка 400 тысяч книг наши читатели открывали в электронной библиотеке. На данный момент, по итогам полугодия, эта цифра достигла, 1,5 миллиона книг просмотрено из нашей электронной библиотеки. Это вот взрыв самый настоящий и показывает то, что читатели наши в этом заинтересованы, именно в этих удаленных сервисах. И тот вектор развития, который мы избрали, что он верный, что мы сделали упор на именно сервисы и услуги, которые может получить читатель, не только концентрируясь на, скажем, книгах, да, потому что там есть определенные проблемы с авторским правом, там, с аппаратным программным обеспечением. Вот. Давайте поговорим о проекте «Культура». В рамках национального проекта проводится модернизация библиотек. Как изменится и изменится ли их работа в результате этой модернизации? Да, идея такая, что работа библиотек должна измениться. Но национальный проект «Культура», он такой двухаспектный, да, он региональный, то есть республиканский есть там аспект и федеральный. Но все равно все показатели, скажем так, направления развития библиотек, они исходят из Министерства культуры Российской Федерации. И когда мы с ними разговариваем, ориентир, значит, Финляндия, да, вот если кому интересно, можно погуглить. Финляндия, там библиотека ОДИ. Есть такая библиотека, которая сейчас гремит по всему миру. У них абсолютно другая концепция работы. И когда у нас проходят вебинары, нам говорят, вот, ориентируйтесь вот на эту библиотеку, потому что направление, которое они выбрали, оно как бы себя показывает хорошо. А в чем там суть? Да? Там, значит,
такое комфортабельное, безопасное, удобное место, продуманное пространство, которое объединяет, допустим, читателя и книгу. Кроме этого, эта библиотека делает большой упор на различные мероприятия, акции, да, но немного не в таком понимании, в котором мы понимаем. Там инициаторами в основном выступают читатели, да, граждане, волонтеры. Вот библиотека им предоставляет такое пространство оборудованное, а они там уже ведут свою активную деятельность. Если мы говорим про национальный проект «Культура», то малая библиотека, то есть небольшая библиотека, она может получить 5 миллионов рублей на свою модернизацию. Это и оборудование, книги, и мебель, текущий ремонт, повышение квалификации. То Центральная районная библиотека уже может претендовать на 10 миллионов рублей. И вот, используя эти средства, у них концепт работы, он такой должен, достаточно серьезно измениться, тем, что есть и сейчас. Как с этим справляются наши библиотеки? Допустим, в 2019 году была модернизирована библиотека поселка Беркагит, это Нерюнгринский район. Там дела идут очень хорошо, там буквально все население вот этого населенного пункта, оно записано в библиотеку, и формат работы там такой, отличается от того, что был до модернизации. Соответственно, в 2020 году мы должны модернизировать 5 библиотек до конца года. В следующий год у нас пока предварительно 4 библиотеки подпадают под этот проект. Насколько я знаю, в прошлом году Национальная библиотека разработала стратегические инициативы. Это план, по которому библиотека будет развиваться в будущем. Расскажите, какой будет Национальная библиотека, допустим, через 5 лет, отмечая свой вековой юбилей со дня создания, что сохранится в любом случае, что должно уйти в историю и забыться, и что обязательно должно появиться новое. Документ огромный, 11 разделов в этих стратегических инициативах, и там прописаны все аспекты развития, да? Такой большой объемный документ. Наверное, оттуда можно так, скажем, выделить, да, отдельно. Это разработка единой среды цифровой. Национальная библиотека — это научно-методический центр всех библиотек республики, которых у нас сейчас 501 библиотека, считая национальную библиотеку. И мы должны из них сделать единую такую систему на базе нашей электронной библиотеки. То есть электронная библиотека — это будут не только книги и сервис, но и такая платформа, которая всех объединяет. Там единый читательский билет, может быть. Там эти активности, которые мы проводим, они должны, скажем так, масштабироваться по всей республике. Вот такой момент. Потом мы должны сделать мы хотим переосмыслить наши мероприятия, которые мы проводим, чтобы они были не только мероприятиями ради мероприятий, но и какая-то более ярко выраженная практическая польза от них была, да? Допустим, информационная культура. Если говорить про информационную культуру, то там недалеко лежит и финансовая грамотность. Скажем, это сейчас опробировано библиотекой города Якутска на 203-м смарт-библиотека. В принципе, неплохо себя показал этот проект, но должно быть там глубже. Если мы на данный момент говорим про эту финансовую грамотность, то мы должны сделать так, чтобы наши граждане, допустим, знали, что такое акции и фьючерсы, да, как все это работает, фондовый рынок, финансовый рынок. И пока мошенники на этом спекулируют, видимо, у них это пока получается. Но если библиотеки начнут именно в этом направлении предоставлять информацию, обучать и прочее, это будет иметь такой тоже определенный свой результат. И что касается развития чтения, да, управления чтением, научные проекты, которые совместно с Кунсткамерой, допустим, Санкт-Петербург, да, Институт этнографии Миклуха-Маклая, там, в общем, там очень много аспектов. И этот документ, он должен быть исполнен, как вы правильно сказали, да, к столетию. То библиотека изменится достаточно сильно. То, что останется в истории, тут ответить сложно. Наверное, это будет так. Движение вперед, сберегая традиции, да? И то, что совершенно, допустим, будет исключено в течение этих 5 лет, я думаю, такого нет даже. Вернемся к юбилею. В эти дни библиотека будет торжественно отмечать праздничную дату. Расскажите, какие мероприятия предусмотрены в программе праздника и как читатели могут в них поучаствовать? Так как у нас все это дело будет проходить в онлайн-формате, да, в интернете, у нас есть возможность эти юбилейные мероприятия растянуть достаточно долго, что мы планируем сделать до конца года, значит, будут запланированы наши активности. Уже на данный момент, допустим, на сайте библиотеки у нас выставка «Виртуальная история библиотеки в лицах», 3D-тур по историческому зданию, как архитектурный памятник, очень тоже интересный объект. С сентября по октябрь пройдет республиканский конкурс
Ағы Билибеге, да, ну, то есть чтение, колыбели знания. Потом, значит, дни национальной библиотеки в муниципальных районах запланированы. Ну и в социальных сетях очень-очень много активностей будет. Фестиваль читающих семей у нас 21 ноября, и с 23 ноября где-то неделю у нас будет декада чтения. И все это будет иметь одну канву, одну линию. Это юбилей 95 лет Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. А уже известно, скоро ли читатели вернутся в читальные залы библиотеки? Ну и, конечно, ваши пожелания нашим телезрителям в связи с 95-летием Национальной библиотеки. Ну, скоро ли мы откроемся, это зависит не от нас, но все, что в силах Национальной библиотеки, ну, там, по приобретению антисептиков, да, каких-то средств индивидуальной защиты, все это у нас сделано, и вот мы ждем ослабления, да, скажем, вот, режима высокой готовности. На данный момент у нас работает сектор электронных услуг и работает наш абонемент. Остальные вот структурные подразделения, к сожалению, читателей пока не обслуживают, и мы надеемся, что в скором времени все-таки это произойдет. Но вот когда, сказать сейчас сложно. Обращаясь к зрителям, да, к нашим дорогим читателям, фактическим и потенциальным, хочется сказать, что читайте книги, дорогие друзья. Чтение это обогащает внутренний мир человека, делает вас более креативным, делает шире кругозор. Вы начнете смотреть на проблемы с другой точки зрения. Да и вообще, если так говорить, что человечество, наверное, до сих пор не изобрело более эффективного способа передачи информации, чем текст. Да, и вот это чем-то сейчас заменить, это будет очень трудно. А развитие каждого человека, это, наверное, напрямую влияет на развитие республики нашей. Поэтому вот пожелаю вам, что вы читали книги и читали хорошие книги. Ходите в библиотеки. Василий Борисович, я еще раз от души поздравляю вас, ваших коллег и читателей с 95-летием Национальной библиотеки. Спасибо за беседу. Всего вам доброго. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». На новых реалиях и планах Национальной библиотеки мы говорили с заместителем директора библиотеки Василием Борисовым. До встречи в эфире.